Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас первый урок курса физики 10 класса третьей четверти. Тема нашего урока – первое начало термодинамики, теплоемкость газов. Для урока вам, как обычно, понадобится тетрадь в клетку, письменные принадлежности и микрокалькулятор. Сегодня на уроке мы с вами расширим наши знания о теплоемкости, познакомимся с первым началом термодинамики и решим несколько задач. Для начала давайте повторим изученный ранее материал. Абсолютная температура газа – это мера средней кинетической энергии теплового движения его молекул. Эта связь выражается формулой в красной рамочке, которую вы видите на экране. Давление идеального газа связано с концентрацией его молекул и абсолютной температурой. Соответствующую формулу вы также видите на экране. На этих формулах буква Е обозначена средняя кинетическая энергия движения молекул, Т заглавная – это абсолютная температура, К малая – постоянная Больцмана, П – это давление газа и М – концентрация молекул. Как вы помните, значение абсолютной температуры связано со значением температуры по шкале Цельсия следующим соотношением. Изменение же температуры по обеим шкалам одинаково. Макроскопические параметры газа связывают между собой уравнение состояния идеального газа. Вы видите его на экране. Это уравнение также называется уравнением Менделеева-Клапейрона. Можно его переписать в несколько другом виде, расписав количество вещества ν через массу газа m малая и его малярную массу m большое. Заглавной буквой В обозначен объем газа, R большое – это универсальное газовое постоянное. Количество теплоты – это энергия, которую получает или теряет тело при теплопередаче. Это скалярная физическая величина, которая обозначается заглавной латинской буквой Q. Единица измерения количества теплоты является джоуль. В механике под работой постоянной силы понимают скалярную физическую величину, которая равна произведению модулей силы и перемещения на косинус угла между ними. Соответствующую формулу вы видите на экране. Заглавной буквой А обозначается работа. Буква F – это сила, измеряемая в ньютонах, S – перемещение. Так же, как и количество теплоты, работа измеряется в джоулях. В термодинамике же принято выражать работу по-другому. Работа газа при изобарном процессе, как мы уже с вами рассматривали, равна произведению давления на изменение объема газа. Соответствующие формулы вы видите на экране. Можно найти работу газа как площадь под графиком на ПВ-диаграмме. Кроме того, используя уравнение Менделеева-Клапейрона, можно выразить работу газа при изобарном процессе через изменение температуры. При изохорном же процессе изменение объема отсутствует, и работа газа равна нулю. Кроме работы газа рассматривается также работа внешних сил. Очевидно, что эти величины являются противоположными. Для внутренней энергии одноатомного газа мы с вами вывели формулу. У – это и есть внутренняя энергия одноатомного газа, скалярная физическая величина, измеряемая в джоулях. Все обозначения вам уже знакомы. Эту формулу также можно представить в другом виде, расписав количество вещества. Кроме того, используя уравнение состояния идеального газа, можно переписать эту формулу через давление и объем. Помимо этого, очень важным оказывается уметь записывать формулу для изменения внутренней энергии. Поскольку внутренняя энергия зависит только от абсолютной температуры, то изменение энергии также будет зависеть только от изменения абсолютной температуры газа. Соответствующие формулы вы видите на экране. Вспомним теперь, какие существуют способы изменения внутренней энергии.
Это работа и теплопередача. Теплопередача, в свою очередь, подразделяется на несколько видов. Давайте посмотрим соответствующее видео. Повторим один из опытов Джоуля, показывающий, что работа, как и теплота, есть способ передачи энергии. На экране мы видим сосуд с водой, в который погружен стержень с лопастями. Это фактически миниатюрная турбина. Через два блока перекинута нить, соединяющая турбину и груз, поднятый над землей. В сосуд вставлен термометр с делениями 0,1 градуса. Отпускаем груз. Лопасти турбины начинают вращаться. Температура воды в сосуде повышается. Повышение температуры воды также происходит, если сосуд поставить на плитку. Этот опыт показывает, что есть два способа изменения энергии воды: механическая работа и теплопередача. Теперь мы можем сформулировать первое начало термодинамики. Запишите, пожалуйста, формулировку. Изменение внутренней энергии термодинамической системы ΔУ равно сумме количества теплоты Q, которая передается системе, и работе внешних сил А'. Математическое выражение этого закона вы видите на экране. Это утверждение также называется первым законом термодинамики. Давайте посмотрим видео, иллюстрирующее изменение внутренней энергии газа при совершении работы. Внутренняя энергия системы уменьшается, когда она сама совершает работу. Проверим это на опыте. Для этого возьмем толстостенный сосуд, который можно соединить с насосом. На дно сосуда нальем немного воды, закроем сосуд пробкой и накачаем в него воздух. При некотором давлении пробка из сосуда вылетит. В сосуде образовался туман. Пробка вылетела из сосуда под действием избыточного давления воздуха в нем. При этом воздух совершил механическую работу за счет своей внутренней энергии. Об уменьшении внутренней энергии свидетельствует понижение температуры воздуха в сосуде и, как следствие этого, образование тумана. Первое начало термодинамики имеет несколько формулировок, с некоторыми из которых мы также с вами познакомимся. Давайте запишем новую формулировку, в которой используется работа самого газа. Если термодинамической системе извне передается некоторое количество теплоты Q, то она расходуется на изменение внутренней энергии системы ΔУ и на совершение системой работы против внешних сил А. Выражение вы видите на экране. По своему физическому смыслу первое начало термодинамики является ничем иным, как законом сохранения энергии. Давайте запишем несколько полезных определений. Удельная теплоемкость С малая – это величина, равная отношению количества теплоты, полученного при нагревании тела или выделенного при его охлаждении, к массе этого тела и изменению его температуры. Формула, которую вы видите, полностью соответствует данному определению. В чем же физический смысл удельной теплоемкости? Давайте посмотрим видео. Удельная теплоемкость вещества показывает, какое количество теплоты надо передать 1 килограмму вещества, чтобы он нагрелся на 1 градус. Таким образом, чем больше теплоты нужно передать веществу массой 1 килограмм, чтобы нагреть его на 1 градус, тем больше теплоемкость этого вещества. Если у разных тел равной массы разные теплоемкости, и они получают одинаковое количество теплоты, то температура повышается сильнее у того вещества, у которого ниже теплоемкость. Теплоемкость тела С заглавная – это величина, равная отношению количества теплоты, поглощенной телом при нагревании, к изменению его температуры ΔT при этом. Кроме того, также используется понятие малярная теплоемкость С с индексом μ. Это величина,
равное отношению количества теплоты, полученного при нагревании тела или выделенного при его охлаждении, количеству вещества, содержащегося в этом теле, и изменению его температуры. Формулу, соответствующую определению, вы видите на экране. Малярная теплоемкость газов, как это ни удивительно, зависит не от вида газа, а от количества атомов в его молекуле и от вида термодинамического процесса. Мы с вами изучаем только одноатомный идеальный газ. Поэтому для такого газа мы можем записать следующие формулы. Малярная теплоемкость при постоянном объеме равна 3/2 R, где R – это универсальное газовое постоянное. Малярная теплоемкость же при постоянном давлении равна 5/2 R. С выводом этих формул мы познакомимся на следующем уроке. Малярная и удельная теплоемкость связаны между собой. Для того, чтобы выразить одну величину через другую, можно применить формулу, которую вы видите на экране. Запомните, пожалуйста, ее. С этой формулой будет связано некоторое задание. Как вы помните, единицей измерения универсальной газовой постоянной является джоуль на моль Кельвин. Соответствующую же единицу измерения имеет и малярная теплоемкость. Давайте теперь решим несколько задач. Задача. Масса гелия 4 кг. Его изохорно нагревают на 100 Кельвин. Найти количество теплоты, переданное газу при нагревании. Давайте приступим к решению задачи. Запишем дано. Масса 4 кг. По таблице Менделеева мы можем найти, чему равна малярная масса гелия. Как вы видите, она равна 4, но в физике мы переводим граммы в килограммы. Поэтому в дано мы записываем m большое равна 4000 килограмм на моль. Объем у нас постоянен. Изменение температуры равно 100 Кельвинам. Газовую постоянную вы уже знаете. Необходимо найти количество теплоты. Приступаем к решению задачи. При неизменном объеме тепло Q, переданное гелию, целиком идет на увеличение его внутренней энергии, так как работа при изохорном процессе не совершается. То есть Q равно дельта U. Кроме того, вспоминаем формулу для дельта U, которую мы сегодня рассматривали, и приходим к выводу, что Q равно 3/2 m малое, деленное на m большое, R дельта T. Нам осталось только произвести расчет. Подставляем числовые данные. Если у вас есть под рукой микрокалькулятор, вы можете быстро выполнить этот расчет. Как вы помните, количество теплоты измеряется в джоулях. На экране записана единица измерения в конечном виде. Я надеюсь, вам хватило времени для выполнения расчета. Итак, ответ 1,25 на 10 в шестой степени джоулей. Записываем ответ. Следующая задача. 4 моля идеального одноатомного газа адиабатно сжимают, совершив работу 500 джоулей. Найти изменение его температуры. Давайте приступим к решению задачи. Нам дано, что количество вещества 4 моля. Работа, которая совершается над газом, 500 джоулей. Мы обозначаем эту работу А со штрихом, так как буквой А мы обозначали работу самого газа. Нам необходимо найти изменение температуры. Приступаем к решению. Мы воспользуемся первым законом термодинамики. Однако с понятием адиабатного процесса вы еще не встречались. Но это все довольно легко.
При адиабатном процессе система просто не обменивается теплом с внешней средой. Поэтому Q равно нулю. И тогда в этом случае, подставляя вместо Q его нулевое значение, из первого начала термодинамики мы получаем, что дельта U равно минус А. Как вы помните, А – это работа самого газа. Дельта U мы расписываем по известной нам уже формуле, подставляем эту формулу в предыдущую и учитываем, что работа внешних сил и работа газа – это противоположные величины. Таким образом, мы можем выразить изменение температуры дельта T. Теперь нам осталось произвести расчет. Подставляем числовые данные. И как и в прошлый раз, вы можете использовать микрокалькулятор и быстренько произвести расчет. После проведения расчетов получается ответ примерно 10 Кельвин. Давайте запишем ответ. 10 Кельвин. Следующая задача. Масса водорода 2 кг. Его удельная теплоемкость при постоянном давлении равна 14 килоджоулям на килограмм Кельвин. Водород изобарно нагревают на 10 Кельвин. Найти изменения внутренней энергии водорода. Приступим к решению задачи. Запишем дано 2 килограмма водорода, изменение температуры 10 Кельвин. Удельная теплоемкость нам задана. Мы, как обычно, переводим значение в международную систему единиц. Малярную массу водорода мы опять-таки можем найти, используя таблицу Менделеева. Однако надо учитывать, что это двухатомный газ. Поэтому мы записываем, что малярная масса равна 2000 килограммам на моль. То есть 1 мы умножили на 2 и перевели граммы в килограммы. Из-за того, что водород у нас является двухатомным газом, мы как раз таки не можем посчитать изменения внутренней энергии по известной нам формуле. Итак, нам нужно найти изменения внутренней энергии. Приступим к решению задачи. Опять-таки воспользуемся первым началом термодинамики. Выразим дельта U и используем формулу для расчета количества теплоты через удельную теплоемкость. То есть количество теплоты равно произведению удельной теплоемкости на массу и на изменение температуры. Как уже говорилось, для газов теплоемкости зависят от вида процесса. Здесь используется теплоемкость при постоянном давлении. Формула для работы при постоянном давлении нам также известна, А равно P дельта V. Поэтому, если использовать уравнение Менделеева-Клайпейрона, можно записать выражение для работы через массу и малярную массу, а также изменение температуры. Подставляя формулы для Q и А в первое начало термодинамики, мы получаем следующее выражение для изменения внутренней энергии. Для расчетов, однако, удобно вынести общий множитель за скобку. Как вы видите, мы выносим за скобку m и дельта T. Теперь нам осталось произвести вычисление. Подставляем числовые данные. Пожалуйста, попробуйте самостоятельно произвести расчет. И учитывая, что изменение энергии также измеряется в джоулях, мы получаем следующий ответ. 1,97 на 10 в пятой степени джоулей. Итак, записываем ответ. Что же нам нужно знать после сегодняшнего урока? Что такое теплоемкость и что такое удельная теплоемкость? Как формулируется первое начало термодинамики? Что такое малярная теплоемкость? По каким формулам она рассчитывается для одноатомного идеального
газа. Итак, сегодня на уроке мы с вами расширили наши знания о теплоемкости, познакомились с первым началом термодинамики и решили несколько задач на применение первого начала термодинамики. Как обычно, в конце урока я попрошу оценить вас свое эмоциональное состояние. Если урок прошел для вас гладко, то для вас большой улыбающийся смайлик. Если возникли некоторые вопросы, то вам соответствует вот этот смайлик поменьше, задумавшийся. Ну и если все прошло очень тяжело, то для вас маленький, глубоко задумавшийся смайлик. Помните, пожалуйста, что от выбора этого смайлика зависит, как усердно вы должны поработать над темой урока. Вот тем временем наш урок приходит к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.